стоило этого делать. Я ж тебя умоляла, просила, доченька родная. Нельзя. У тебя было бы столько друзей сейчас. Маленькая ты моя, зачем ты так торопилась? Зачем ты уступила врагам? Зачем? И на ней присно веки веков, я Твоего. Паки, Господу помолимся. И Тебе славу воссылаю, с обезначальным Отцем и с пресвятыми, благими, животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Еси, создав имя и реки ими. Еще молимся о покоении душу славных рабов Божьих, но дыхание вам не Михаила. Господу помолимся. Господи, помилуй. Забери моє життя, виратуй знямелую гайчину, виратуй ахвяри і злочинців, Боже, забери моє життя. Ти могутний, вольний і великий, ханарливий, отпусти грехи, віру. До Тебе ведут шляхи, Ты могутный, вольный и великий. Голос как-то вот ее слышится, смех ее. И вот после этого, мне кажется, что она где-то идет, с кем-то разговаривает, и именно говорит обо мне. Что-то там смеются они. Она веселый человечек была, да. Немножко картавила, такая приветливая была девочка. Животных очень любила. Всех она сносила домой, этих и больных, и всяких. Меня зовут Полякова Яна Витальевна. Я являюсь членом инициативной группы кандидата в депутаты в Палату представителей Ольги Козулиной. Сама я проживаю в городе Солигорске. Ночью попросила у меня попить водички. Рассчитала время, когда самый крепкий сон у людей. Все это было. После того она вроде уснула. А я сама куда-то провалилась. Вот этот момент, когда я как раз сама отключилась, она пошла туда, видно. Ну, я морально, конечно, подавлена. Люди сейчас меня встречают в городе, и те, кто знает, просто они действительно они тоже пребывают в состоянии шока. Боже, забери моє життя, виратуй знямелую гайчину, виратуй ахвяри і злочинців, Боже, забери моє життя. Яна очень поддерживала меня, мою семью, когда я была в тюрьме 2 месяца в СИЗО КГБ и 4 месяца в СИЗО Володарки. Когда я была осуждена за деятельность по наблюдению за выборами, то есть да, правозащитную деятельность.
Я разговаривала с Яной в четверг вечером, а в субботу мне позвонили ребята и сказали, что она покончила с собой. Я до сих пор не могу в это поверить, потому что в четверг, когда я с ней разговаривала, мне казалось, что она еще ждала какую-то надежду. Были моменты, когда мы с ней общались в день, там, я не знаю, по раз 5, потому что действительно давление было очень сильное. Ей было очень тяжело тогда. То есть она сказала, да, что ей звонили круглые сутки, ей звонили по ночам в 4 утра, то есть вплоть до того, что сказали, что если ты не доедешь до зоны. На мобильный телефон позвонил мужчина, сказал, что ему необходимо со мной поговорить. Я спросила, по какому вопросу. Сказали, что по факту моей работы в инициативной группе Ольги Козулиной. Я сказала, что вас интересует, потому что кто вы вообще? Я представитель органов госбезопасности. На домашний телефон опять позвонили, и человек представился, что я, значит, работник Солигорского РОВД, мне необходимо с вами пообщаться, и чтобы вы дали объяснение, почему вы отказываетесь от общения с органами госбезопасности. Проехали в РОВД, поднялись на 2-й этаж. Присаживайтесь, я присела на стул, соответственно. Вот, пожалуйста, подпишите. Говорю, я должна знать, что я подписываю. Я только протянула руку вот так вот буквально к столу, чтобы взять эти бумаги. Мне последовал удар. Я вскочила к двери, бросилась убегать. Мне последовал по ногам удар. Я фактически упала, но как я уже выскочила, не помню, потому что у меня была очень резкая боль именно в руке. Прокуратура на сегодняшний день мне отказала в возбуждении уголовного дела. Атрымаўшы юрыдычную адукацыю, калі яна шла на юрыдычны факультэт, яна верыла в тое, што закон павінен працаваць. Яна падае в суд і атрымлівае такі прысуд, што, оказывается, яна видно выплачваць міліцанту, які ее збіў. І яшчэ сидзець за клевету 2,5 гады на хіміі. Я не ведаю, як вытрымаць гэты цинизм ввогуле человеку. Получается, что да, подтверждают люди, что я в милицию заходила без побоев, пробыла там, вышла с побоями. С травмами, извините, не с побоями, я вышла с травмами. Где я их приобрела, как я их приобрела, то есть милицию это не интересует. Лукашенковские его игры, они к добру не приведут, они всю республику уничтожат таким образом. Можно скоро весь свет извести. За неделю людей не останется на свете никаких палачей. Что еще помочь? Она у мамы единственная дочка, и мама воспитывала ее без отца. Мама жила ради нее. Но о том, что суд будет, я узнал. Я примчался на этот суд. Этот беспредел судейский, если так можно назвать. Дело не в этом, сколько бы она отсидела. Отсидела бы на 2,5 года или 1 месяц. Ну, и звонки по ночам. Ведь в суде выяснилось, что телефон, с которого звонили, принадлежит спецслужбу. А ведь большинство людей, многие люди разбуди, он все, ночью у него пропал, он больше не уснет. Ну, видимо, последняя капля была статья в Советской Беларуси Павла Якубовича, хоть тут написана другая фамилия, но мы все знаем, что это Павел Якубович, которая, значит, видимо, поставила последнюю точку. 6-го вышла статья, ну а утром ее нашли уже 5 лет. На каго магла разлічваць Яна Палякова там у Салігорску? Хто яе падтрымаў? Валерый Шчукін, які прыехаў з 2-мільённага Менску, а яшчэ увогуле 10 мільёнаў беларусаў. Напэўна, яна трымалася, потым вось наступае нейкі пункт, за якім ужо немагчыма далей. На мой погляд, гэтым пунктам стаў вельмі брудны артыкул у савецкай Беларусі. У нашым выпадку з гэтага ксенафонта суперфасфатава вылезае ўсё тая ж старая аблезлая істота. У мазгу чалавека, які засынае, прачынаецца і думае толькі пра тое, каго мне яшчэ лізнуць, з гэтага боку і каго мне яшчэ абліць брудам з таго боку. І ў гэтым праходзіць усё ягонае жыццё. У гэтай смерці ён вінаваты, можа, і больш, чым той суддзя, які вынес прысуд Яне Паляковай. Ну как женщину довести до самоубийства?
И как этот мерзавец, допустим, носит погоны? Тот же начальник милиции Солигорской. Он что, не в курсе, понимаешь, что это имитация, это наглость, это подлость вот этих работников милиции, вот, сварганить дело против этой женщины, вот, бедной, несчастной женщины, я не знаю. Вот. Потом направить какого-то мерзавца, чтобы в подъезде ее еще избить, понимаешь, да? Это подонки высшего класса, понимаешь, это негодяи, которым вообще прощения нет. Офицеров в таких случаях они пулю пускали себе в висок, понимаешь, желательно в правый, понимаешь. Вот что должен сделать и начальник милиции в Солигорской. Также министр МВД Наумов должен вот это сделать, если у них есть честь какая-то. А Якубовича его, я не знаю, у него не хватит мощи там вот это сделать. Его просто когда-то садить придется. И там же не один милиционер дают показания, что она женщина, их там 5 человек в кабинете было, она их всех избила их. Это преступная круговая порука, которая процветает в Беларуси. И их, в принципе, офицерами нельзя назвать, если вот, которые делают целенаправленное преступление против человека. Это не люди уже, вот, да? Все они пошли на повышение, я смотрю. Жена юрист, также мой сын и я, мы все занимались, помогали ребятам с партнерства. Это очень порядочные, чистые люди, куда входили. Нира Броницкая, Николай Стрейко, Яна Полякова. И вот с Яной Поляковой на семинаре очередном мы познакомились. Высшее образование, грамотная девчина, молодая, красивая. Когда ребят уже партнерство арестовали и посадили, мы остались, по сути, с Яной одни здесь. Когда она работала в компании на Олю Козулину, парламентские выборы 2008 год, она собрала 200 подписей, компания кончается, и мы остаемся один на один. А что мы можем сделать? И она очень переживала. Я говорю, хочешь, я приеду, тебя вывезу, отдохнешь у меня. И вот я не могу себе простить, что я не смог приехать на последний суд Яны, хотя мог бы догадаться, что у нее вот уже на подходе. Но я по себе знаю, что тяжело, да, но я терплю. Я сибиряк. На похоронах, на прощании с Яной все тактично говорили о убийцах Яны. Это участковый, это судья, это прокурор, конкретные лица. Но скромно все молчали. Причины, именно причины привели Яну к такому трагическому концу. Самому себе не могу простить. Ну как так, как так? Ведь я же мог почувствовать, ведь были наметки, что должен почувствовать. Потому что кто, если не я, не знал, как тяжко бывает одному. Она разумная была, она слабая была и сильная была в то же время. Она была правозащитницей и оставалась. Ее все знали. И давить ее не начали не только с компанией Козулиной. Давить еще начали с дел Захаренко, когда она помогала мне в общественной комиссии пикет устраивать, листовки раскидывать, с молодежью работала. Эта система давила уже давно. Это называется доводить до убийства. Европейское сообщество должно понять, что в таких же обстоятельствах Евтухович находится, Леонов. Там же тоже идет фальсификация такого дела. Все идет по одной накатанной схеме. Поэтому, если там мужик Евтухович, это боевой офицер, то он выдержит любые испытания. Он мужик. А что такое Яна? Слабый, затрученный душой, брудный хат, скалечный, никчемный, веру, розум светлый и надземный. Я слабый, затрученный душой. Хочется жить со своими предками. Вот у меня отец, к примеру, здесь. У него репрессивные родители. Я хочу сейчас раскопать, что же стало с его родителями. Почему он 2 года стал одиноким. Понимаете? Потому что это Родина. И если мы уедем, если мы не будем, кто будет защищать? Кто-то должен жертвовать. Конечно. Ну, значит, видно, такой крест у Яны был. У меня. Високим пагорку, високий дом, у тим домі ніколи не буде мене, але там застанеться жить моя песня, и тому
лишь чужинец бездомный, мне ни мова твоя, ни имя неведомы, только я потрапляю тебе услед, только я тебе верую, и мне доволен. Это и трагедия национального масштабу, потому что, на жаль, белорусы уже звыкліся жить без права, не маючи ні суда, ні міліції, в нормальном сенсе этого слова, маючи карные органы. Режим практично забил Яну Полякову. На великий жаль, яна уже не первая ахвяра этого режима. Всем ведомы імёны и Виктора Гончара, и Юрия Захаренки, и Анатолия Красовского, и Змитера Завадского. Хутчэй за все забіты был и Геннадий Карпенко. Але до этого списа можно додать шмат каго. І лідера прадпрымальніцкага руху Арнольда Печерского, які загінуў у выніку автокатастрофы ў 99-м годзе. І маладзёвага лідера з Вітебску Юрыя Корбана, які знік у 2001 годзе. І таксама пра яго, на жаль, забыліся. Падчас кіравання гэтага рэжыма здараліся дзікія рэчы, бо вымушаны быў себя спаліць в Полацку адвакат Філіпченка, калі знішалі адвакатуру. Дзякуючы дзейнасці Камітэта дзяржаўнай бяспекі, ці был даведзены да самагубства, ці был забіты Зайцев в Гомелі. Ахвяр вельмі шмат. Более того, на жаль, мы зараз яшчэ не ведаем всіх, хто загінуў дзякуючы гэтаму рэжыму. Гэта жахліва. На жаль, Яна засталася практычна адна, і ніхто на зямлі не мае права зараз яе судзіць, што яна знайшла такое трагічнае выйсце. Бо яна аддала жыццё за гэту краіну, за тое, каб беларусы все-таки мелі права і на суд, мелі права і на нармальнае жыццё. Тых правов, подкреслю, белорусы с 96-го года просто не мают. Она была одиночкой. Она была очень доверчивая. Ну, когда она разочаруется в человеке, когда человек сделает что-нибудь непорядочное, нехорошее, для нее это она очень переживает. Я сам такой. Почему я ее понимал? Потому что я сам такой, но просто я уже как-то закаленный, что ли. Я мужчина, и у меня есть поддержка, семья, сын. У Яны была только мама, пожилая мама. Это первая работа Яночки. Она мечтала, что создаст художественную мастерскую таких вот вышивок всяких и бисером. Ее ручки, все, ее не досыпай. Она очень талантливой была. Все. А это она реставрировала бабушкину работу, которую бабушка вышивала в 50-х годах. Она прекрасно вязала. Вот могу показать ее работу, которая застыла теперь. Полочки тут вот. Видите, какие полочки? Красивые. Вот. Это уже то, на чем ее остановила смерть. Кому-то угодная. Она так мечтала увидеть это растение таким, а когда она умерла, тут был маленький-маленький листочек. И вот за эти полгода, которые нет ее дома, вот это вот растение, это она о них там думает. Так хотела вырастить и увидеть эту гераньку, вот эту вот она. А в этом году зацвели они вот, как простившись с ней, не знаю. В этом году они какие-то необычные, вот все эти цветы, необычные. Што нам рабіць далей, каб пазбегнуць далейшых самагубстваў, каб пазбегнуць далейшых трагедый, дэпрэсій. Мы ж не ведаем трагедыі Яны ў тым, што яна ўсё ж такі скончыла жыццё самагубству. Што мы ведаем пра тых, хто знаходзіцца ў дэпрэсіі, каго давялі
таксама ціскам, рэпрэсіямі, звальненнямі з працы за палітычныя погляды. Што мы пра іх ведаем? Можа, і нічога. Напэўна, трэба прыслухоўвацца адзін да аднаго, трэба берагчы адзін аднаго і трэба сур'ёзна ўспрымаць усё тое, што адбываецца з іншымі. Ей нужна была поддержка, и я иногда думаю, что мы все виноваты в том, что случилось, потому что... За апошнія 13 год я не памятаю ні аднаго справядлівага прысуду. Бог таксама нам дае знакі нейкія. Яна Палякова, Ян Паліх. В 68 годзе в Празе на Вацлаўскай плошчы, это цэнтральная плошча, вельмі прыгожая, дарэчы, Ян Паліх спаліў сябе у знак пратэсту супраць савецкай акупацыі, калі ввялі войскі в Прагу і прыдушылі пражскую весну. І гэты ўчынак Яна атрымаў такі вялікі розгалас у сэрцах кожнага, і чэха, і славака, што ён стаў героем. Весь час туды прыносілі кветкі, палілі свечы, прыходзілі людзі на месца яго гібелі. Ян Паліх стаў сімвалам змагання всей Чэхіі. І ён падняў, як тыя будзіцелі, усю Чэхію. И хотелось бы, чтобы уход Яны Поляковой был недарэмный, каб люди от этой литургии отшуняли, каб яны прочнулись. Бог таксама хоча, каб мы прочнулись.